Снова с вами продюсерский центр студии SDA и наш неповторимый лозунг «Приди и стань звездой». Мы продолжаем увлекательное путешествие по итогам мероприятия «Голос Евразии». Итак, на этом событии года произошло действительно нечто удивительное. Лучшие таланты боролись за победу в новом грандиозном конкурсе «Голос Евразии». Вторая часть программы была очень насыщенная. Несколько номинаций: «Мода Евразии», «Танцоры Евразии» и «Голос Евразии» боролись как в своей номинации за титул, так и за главный приз Гран-при. Также в завершении вечером прошел зажигательный гала-концерт с участием ярких артистов сегодняшнего шоу-бизнеса, артистов студии SDA и, конечно же, звезд нашей эстрады, которые покорили сердца зрителей. В конкурсе «Голос Евразии» приняли участие ребята не только разного возраста, но и разных стран. И у почетного жюри, и у наших VIP-гостей, и у многочисленных зрителей была возможность познать культуру разных народов мира. И в этом во многом заслуга нашей съемочной группы Ethercap Company, которая задолго до начала мероприятия уже создала интереснейшие видеовизитки, где постарались максимально точно передать образ каждого участника и продолжает удивлять красивыми видеороликами по происшествии такого события. В завершение хочу сказать, что по всей Евразии, а теперь уже и по всему миру, очень много талантливых людей. И последние дни мы просто не успевали обрабатывать. Итак, с вами навсегда студия SDA. Артиста России, популярный российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Южной Осетии Юрий Владимирович Назаров. Сегодня в нашем жюри популярная певица, автор, исполнитель, поэт, песенник, композитор Алена Высоцкая. Президент Ассоциации «Золотая игла», академик Национальной академии индустрии и моды, продюсер национального конкурса детских и молодежных театров моды и студий костюмов «Золотая игла» Лариса Николаевна Кострова. Заслуженный деятель культуры Российской Федерации Елена Лебедева. Заслуженная артистка России, актриса театра и кино, поэт, член Союза писателей Полина Нечитайло. Автор песен, солистка группы «Стрелки», актриса, модель, бизнес-вумен Марика. Ну что ж, друзья, еще один участник, которого мы уже видели на этой сцене, композитор, преподаватель по вокалу, яркая кубинская певица Ада Родригес. Ада переодевается, ну и обязательно она, конечно же, займет его места среди наших членов жюри. Ну и муза нашего конкурса, академик Евразийской телеакадемии, генеральный секретарь Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова, председатель жюри Асоль Молдакматова. Лениза Гильма.
Вот они стоят перед вами. Напоминаю, что у нас стартует вокальный конкурс «Голос Евразии». Я не боюсь обид и ссор, в речку обида канет. Без ответа для тебя, для меня. Погаси мои глаза, яростный огонь. Приложи к моей щеке нежную ладонь. Дай мне снега, дай мне лед, обернись водой. Я солнце, ты моя луна. It's too dark. I'd like to suck with my baby tonight. We fill the cup with my baby tonight. I'd like to suck. Quel vecchio quando te separaste de mí, divertiste. Сенечкинге soramazsın canımdan olarasın. Kabusum olur.
Аль-Саида Шабатбекова, Кыргызстан. Песня из репертуара «Адель». Just bringing me on down. Finally, I can see you crystal clear. Go and let me out and I'll... Теперь хочу показать вам вот так. То есть нам принесли эту ведомость, подсчитали все баллы, ничего здесь не меняли. Я попрошу счетную комиссию выйти сюда. Выходите, пожалуйста. Вы боитесь? Нет? Нет. Вы у нас конкурсант. Как вас зовут? Канат. Вы были свидетелями подачи ведомостей, подведения итогов. Какое впечатление? Просто были замечательные жюри, все справедливо решили. То есть честно, прозрачно. Честно, прозрачно. И я такого же мнения. Слушайте, наблюдательная комиссия очень прям коротко и лаконично. Хорошо, вам спасибо. То есть понятно, да, что честно, компетентно и абсолютно справедливо. Итак, давайте начнем с третьего места. Я думаю, что вы согласитесь. Кадыр, Дана, вы сегодня просто молодцы. Это очень крутая организация. Да, третье место, значит, Насип Марзалиев. 95 баллов. Третье место конкурса «Голос Евразии». Катя фото. Кадыр, Дана, остановите общее фото, пожалуйста. Второе место. 98 баллов. Эркинбекулу Улугбек. Второе место. 98 баллов. Вручает Полиночка Нечитаева. Первое место. Спел Нурлан Бактыбеков. Гран-при достается с подсчетом голосов 100 баллов. Это Алмаз Истарбаев. Голос Евразии. Я расскажу вот от себя лично и, может быть, от других членов жюри, поблагодарить организаторов за то, что они в такое сложное для страны и для мира делают. Вот и в мире тяжелая обстановка, и у нас в стране, в Кыргызстане, однако проходят такие конкурсы. Еще хотела сказать вот всем победителям, номинантам, первое, второе, третье, неважно какое место. Самое главное – это участие в конкурсе. Любой конкурс, вы понимаете, это субъективное решение все равно какой-то группы людей. В данном случае я ходила в это жюри, но самое главное – вот любить песню так, как любят ее все участники, стремиться идти дальше, выше и выше. А алмаз, он не просто алмаз, это имя, он действительно алмаз, бриллиант. Поздравляю! Нам казалось, что это так долго, такая длительная траектория. Но ведь на самом деле этот конкурс задумали 5 лет назад. Замечательная супружеская пара Дана Саиркулова и Кадыр Чокоев. Но эта пара не спали днями, ночами, мы были постоянно на связи, и они готовили так филигранно, так щепетильно, что это заслуживает аплодисментов ваших. Хотелось бы вручить напоминание, конечно, о нашей природе, о живописной природе Кыргызстана. Дане Саиркуловой, которая является эстетом, она душа продюсерского центра SDA. И я уверена, что любое напоминание о прекрасной природе Кыргызстана вдохновляет и дарит полет фантазии, сил, бодрости, энергии. Ну и как
хозяина, который постоянно подгоняет все процессы для того, чтобы быть в тонусе, для того, чтобы всегда быть на коне, необходима камча, как минимум. Для того, чтобы чувствовать под собой седло, мы вручаем Кадыру Чокоеву. Кадыру. Наше восхищение, наше уважение, вы молодцы. Мы приехали, провели, по сути, посидели, оценили, а за этим всем стоите вы. Я уверена, что вот все то, что сегодня произносилось, ваш адрес, оно заслужено. Знаете, я хочу поспорить со Соль, что насчет того, что мы приехали и уехали. Это вовсе не так. Мы день и ночь не спали, но еще больше, по-моему, не спала сама красавица Асоль. Настолько тонко она как бы подводила к этому празднику, чтобы мы провели его так красиво. Это, я считаю, что полноценная ее заслуга. Спасибо вам большое. Но, несмотря на ее плотный график, я ведь задумала с ней уже работать, наверное, несколько лет назад. Вот видите, мечты сбываются, и у вас тоже сбудутся. И когда вы помогли мне встретиться с такой прекрасной женщиной, я думаю, мы сможем